Тостер Салем, тут, оказывается, мне видео подготовил Автопром с таким названием «Жесткий ответ Бокаеву». Я посмеялся и решил с вами тоже поделиться. Тут они усердно убеждают, что одну модель делают сами, и сварку кузова, и покраску. Обратите внимание, как несколько человек вручную шлифуют поверхность. Это что вообще такое было? Лучше бы не показывали. Несколько человек вручную шлифуют, да? Слушайте, во всем мире такого нет. Везде роботизированная система. Вот я сейчас вам покажу, как заходит лист металла на европейский завод. Вот тут делают штамповку. Это детали, из которых состоит кузов. У нас до сих пор штамповки нет. Все привозят в готовом виде. Осуществляется обварка кузова. Но вы видите, что здесь нигде нет ни одного человека. Все выполняют роботы. Они работают 24/7, без отдыха. Далее антикоррозийная обработка цинкованием, катафорезная грунтовка и полная окраска электростатикой. Посмотрите, как роботы сами открывают аккуратно двери. Все полностью изнутри и снаружи окрашивают. А давайте посмотрим, как у нас. Вот вручную сварщики на полуавтоматах варят кузова. И посмотрите, как лакокраску осуществляют с пульверизаторами. Так у них еще и конвейера нет. Они вот вручную катают туда-сюда эти кузова. Вернемся к этому директору Hyundai Транс Казахстан. Biz Қазмұнайгаздан көп салық төледік. Қазмұнайгаз 15 миллиард төледі. Біз 140 төледік. Тексеріңіздер бәрін қарап. Әрине, тексереміз. Ол үшін біз Адата KZ-ті ашамыз да. Hyundai Транс Казахстан 2023 жылы 7,5 миллиард теңге ғана төлеген екен. Астана Моторс Менеджмент компаниясы өткен жылы 492 мың теңге төлепті. Ал ТО моторная компания Астана Моторс 2,4 миллиард теңге салық төлеген. Сонда жалпы төлеген салықтардың барлығы 10 миллиард теңге. Қайдағы 140 миллиард теңгені айтып тұр бұл кісі? Я посмотрел топ-50 налогоплательщиков Казахстана и был удивлен, ведь на самой нижней позиции компания, которая оплатила всего лишь чуть менее 40 миллиардов тенге. Если бы вот Астана Моторс оплатила 140 миллиардов тенге, как они убеждают, то они были бы на 15-м месте. Но их нет ни в топ-50, ни в топ-100 компаний налогоплательщиков. Вы кого обманываете? Почему вы вот так нагло, открыто ваши руководители обманывают? У Министерства промышленности научились, я так понял. Сонда бенефициар кім болып тұр? Утилсбордың бенефициары ол Қазақстанның халқы. Утилсбордың бенефициары Қазақстан халқы деп қояды. Пылш етпейді андағы бетін қараңызшы. Не деген өтірік. Для автомобиля трехлетних составляет 50 тысяч тенге, 184 тысячи тенге. А автомобили старше 4 лет уже 1 000 000 тенге. И это тоже неправда. Вот давайте посмотрим за первичную регистрацию в 2024 году. Мы оплачиваем, если автомобиль от 2 до 3 лет, 184 тысячи тенге. От 3 лет уже это 1 846 000 тенге. Но это сделано для того, чтобы сюда не заезжали старые машины. Именно для этого это сделано. А чтобы сюда не заезжали старые автомобили, что нужно? Во-первых, умерить аппетиты этих олигархов. У них маржа, я показывал, сверхмаржа до 50%. А во-вторых, делайте автомобили дешевле. Не можете производить дешевле, не можете конкурировать с другими странами. Ну извините, почему это все тогда должно быть за счет казахстанцев? Вот смотрите, их всегда главный тезис, что если сейчас убрать утилизборд, то сюда полезет весь хлам, да, старые автомобили. Это неправда. И вот этому вот тоже зампредседатель комитета промышленности тоже объясните, пожалуйста, если он не знает, что у нас есть техрегламент, и автомобили Евро-2, Евро-3, они сюда никак попасть не могут. Понимаете? А утилизборд никак не может быть заградительной мерой на старые автомобили. Я вам уже объяснял, что утилизборд высчитывается от объема двигателя. Неважно, какого года этот автомобиль. Новый или же ему уже 15 лет. На них утилизборд будет оплачен один и тот же. Как вы не понимаете, Министерство промышленности и вот этот вице-министр промышленности Сапарбеков, и вот этот зампред комитета, да, летают за счет бюджета, оформляют командировочные, прилетают на вот эти автосборочные предприятия, чтобы защищать утилизборд, понимаете? Чтобы
проводить вот эту агитацию за вот эту автосборку, вы, Минпром, должны быть абсолютно нейтральны. Вы госорган, а вы ездите туда-сюда, как словно блогеры, в блог-турах участвуете. Вот точно так же вы ездите для того, чтобы защитить эту действующую систему утилизбора. Ну, это же позорище, позор для госслужбы. Как так можно? Что мы производим? Сейчас мы производим уже сиденья для автомобилей. На вопрос конкретно, что мы производим, министр промышленности признался, что только сиденья. Да? Но извините меня, сиденье это просто мебель. Это это все, вот это вот диваны, мебель, вот это вот кресло, да, это все произведено моей компанией. И когда мы говорим об автомобильном сидении, оно ничем не отличается от кресла, которое мы производим. Ну, единственное, туда вкручиваются готовые уже плавающие системы для регулировки сидений, а в остальном это всего лишь кресло, да. Ну, то есть вы за 8 лет открыли, получается, мебельный цех в автопроме. Вот ваши достижения. Қазақтың қара балалары шығарып жатыр мына жерде. Келсін осы жерге нетутиліз бар. Мыналар жағасын жыртады оның. Одан кейін мына сөйлеп қалған Hyundai Travance-тың мына директорына айтайын. Басқа жігіттерге сілтемей-ақ, нақты қолыңыздан келе ма, өзіңіз менің кездесіп, мына көзбе-көз соны айтып көріңізші. Жағамнан алып көріңіз. Қаншалықты мықты екенін сол кезде көрейік. Менің телефондарым бар, мен күтемін. Поэтому, ребят, я хочу, чтобы просто вы знали, что это все ложь на лжи. Что Министерство промышленности, что их автопром, вот даже глазом не моргнут. Понимаете? И печально, и стыдно, и обидно за такой госаппарат, за такую госслужбу и за такой автопром.